люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских стран, в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной переезжал по их головам. Что это за человек? Человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал это он по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Но, но ведь Эван Гершкович ничего такого не делал. Совершенно другая история. Он делал другое. Но он же просто журналист. Нет, он не просто журналист. Повторяю еще раз. Это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну, да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Не исключаю, что человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Бессмысленно более или менее держать его в тюрьме в России. Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только нужно договариваться. Ну что ж, надеюсь, вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Говорю совершенно искренне. Но, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно.